ما فردوسی ای نوحیه کوفرنیان ده همه قشلاق به دنیا آمدن 24 ساله. Меня зовут Фирдаус. Мне Мне 24 года. Я женат, и у меня есть сын. Наш кишлак очень красивый. До войны люди здесь жили хорошо. И слава богу, война кончилась, и теперь все спокойно. Но все едут в Россию на заработки. Сейчас я работаю в колхозе и тоже собираюсь в Россию наемным работником. В нашем кишлаке живут 100 семей. Больше половины мужчин, те, кто способен работать, уехали на заработки в Россию. Некоторые приезжают на побывку на 3-4 месяца и снова уезжают. Здесь работы нет. Что еще остается делать? Семья наша большая. Нас 7 детей. Отец недавно умер. Я сейчас старший по хозяйству, главный мужчина в доме. Старшие братья живут в городе. Когда я решил поехать в Россию, то сначала просил благословения у мамы. Она сказала, мужчина должен увидеть мир и познать его. Спрашивал у братьев и сестер. Все сказали, поезжай. В нашем классе было 30 учеников. 17 парней, и все они в России. Больше месяца нет поезда. Каждый день приходим. Обещают. Ждем. В моем возрасте дома сидят. Что делать, жизнь заставляет. Два месяца хожу сюда. Когда будет поезд, никто не знает. В Россию еду, в Тольятти. Рабочим. Кем же еще? Как бывший Советский Союз, как бывшие наши друзья, мы туда едем, зарабатываем на жизнь и нормально возвращаемся. Никаких проблем нету, там нас уважают. 6 месяцев там работаем. Зимой здесь отдыхаем.
Я на стройке в Подольске работаю с 98-го года. Здесь вообще невозможно. Так что вот ждем вот этот поезд. Не знаю, обещают сегодня, завтра, через день. Зерно есть, земля есть. Мешок посадишь, 4 возьмешь. Но этим семью не прокормишь. У меня 6 детей. Шахр Душанбе был бисёр шахр махбуб. Душанбе очень красивый город, особенно летом. Повсюду фонтаны, много цветов, большие деревья. Мне он очень нравится. До войны в городе жили люди разных национальностей. После войны их стало мало. Почти все уехали. И теперь Душанбе совсем таджикский город. Сейчас в городе очень много базаров появилось. Но там много продавцов, мало покупателей. Рядом с базарами стоят толпы безработных. Ждут, когда их кто-то позовет работать. В Душанбе работы тоже нет, как и в кишлаках. Понимаете, работы нет. Нет работы. Заводы, фабрики стоят. В России знают цену работника. Здесь нет. Целый день работаешь, а вечером тебя гонят. И ничего не платят. Ехать в Россию? Где деньги взять? Вот и сидим все на базаре. Ждем работы. Автор. Бонзда.
57 27 رقم 10 83 86 18 58 67 52 70 85 20 Наконец-то дали поезд и стали продавать билеты. Но сколько бы ты ни стоял в очереди, билетов не было. Достать билет можно только через милицию. Другого пути нет. Сегодня среда, день исполнения всех желаний. Дай Бог вам доехать живыми и здоровыми. Сегодня среда, день исполнения всех желаний. Наконец-то я в поезде. Чисто, свободно. Пришел вежливый таможник, проверил. Я думал, так будет всю дорогу. Но на первой же остановке большая толпа тех, кто не смог взять билет, ворвалась в поезд. И уже до границы с Узбекистаном поезд был забит до отказа. Там остановились и двери закрыли. 6 часов сидели, пока нас проверяли. Мучили, издевались, искали наркотики. Трудно было дышать, жара, воды нет, рубашку хоть выжимай. А 30 человек в каждом купе. 3 суток до Астрахани ехали в таком положении. Ребята молодые, таджики, все ехали в Россию. Я из колхоза «Коммунизм», коммунистического района. Еду в братскую республику России. Работаю на стройке. 4 детей. Ну где получается, там работаю. Свердлов, Барнаул, Иркутская область. Где получается, там будем работать и зарабатывать.
Таджикистане работы нету. Люди от голода умирают в районах, кишлаках. Там вообще семьи. Уже 6 лет езжу. Такова жизнь. Это же понятно. Первый раз еду. Я мастер по дереву. Где будет работа, туда и пойду. Я из колхоза имени Ленина. Еду навестить детей и внуков в Дагестан. Я Файз. Мне 16 лет. Еду к дяде. Устроюсь на работу. Уехал, не сказал родителям. Брат знает. Потом скажет. Хочу на Черкизовском рынке найти работу. Подъезжал к Москве и очень волновался. Как будет? Москва город большой, много людей, все чужие. Главное – разыскать своих земляков. Я давно мечтал приехать в Москву. Отец говорил, когда наступят холода, работать невозможно. Я сказал, потерплю. Дильшот, это вы? Это я, Фирдаус. Здравствуйте. Как вы? Я на вокзале нахожусь.
И как раз откуда доехать туда. Жидкая кожа, тепло для ног, эмаль, давал раковину, холодильнику, газу. Недорогая распродажа электромашинок для 3 киловатт. Подходим мы туда. Большой выбор электромашинок недорого. Распродажа. Дорожку! 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 Дорогу, дорогу, женщина. Женщина, пляску бери. Подожди, ну куда ж ты пьешь? Дорогу, дорогу, дорогу. Дорога, дорога. Давай, хак, шоди, акей. Дорогу дали. Дорожку! Коркадем 7-8 роз коркадем. Хам мусорчики, да, хам кардон бор. Сначала я попал на мусорку. Кардон бор кардем. Работал там неделю. Кардон бор. Там Перебирал мусор, складывал картон. Килом кора делал. Ана мушин бор мекадем. Там Амевардан тори кардону дам, мевардан чой. Здесь же пили чай, обедали. Мевардан турам кафе. Кардону дам мехурдем. На мусорке хомикали. На мусорке и спали. Называли гостиница Измайловская. Umrah
Телефон рекламной службы «Динамит ФМ». 105 35 00. В одном метре 100 сантиметров. Это еще не считая миллиметров. Сначала я работал на овощной базе, на тележке. Не понравилось. Потом укладывал асфальт с армянами. Потом вместе с земляками попал в одну стройфирму. На работу нас возили на машине, как королей. Прописки не было, и выходить в город хозяин не разрешал. Поэтому на Москву смотрели из машины. Лидеры прошлой недели. 3-е место. 2-е место. Первое место. Кто станет победителем на этот раз? Чартовая дюжина. Примерно в 9 часов утра по местному времени в одно из самых высоких зданий Нью-Йорка, центр международной торговли, врезался самолет. Небоскреб загорелся. Ведущие мировые телекомпании начали прямой репортаж с места трагедии. Во время работы я знакомился с разными людьми. Украинцами, молдаванами и другими. Их, как и нас, нужда заставила приехать сюда. Много хороших людей встретил. Я грузинский армянин. У меня дома 6 еще. 3 детей, мать, 1 жена. Там пенсию не получают давно. Да. С нашего района почти 80% въезжают. Там невозможно. Там остались бизнесмены. И кто не может работать. С Донецкой области. Приехал в Москву где-то 4 года назад. Раньше работал на шахте. 15 лет работал. А сейчас здесь. Ну, вынуждена это самое. Ну, семью надо кормить и все прочее. Мы вот были в больших, в Питере были, в Свердловске, в центре Урала, Тула. Я везде побывал, у нас 2 года всю страну объездил. 8 домов построил.
И плотник, и арматурщик, и монтажник. И вот работаю, в Москву езжу. Ну, где дома такой работы не найдешь, оплачиваемой. На семью себе зарабатываю. Жениться собираешь же. Нас возили на те объекты, где была таджикская работа. Сломать, копать. Таджики работали хорошо. Даже начальник удивлялся. Мы привыкшие. Дома ведь много тяжелой работы. Мы работаем здесь ради жизни. Нужда заставила приехать сюда. В Таджикистане нет работы. Работа есть, денег нет. 6 детей у меня. Дети своей земли. Мы приехали сюда с опущенными головами. Милиция ловит, забирает по 250 рублей. Живем здесь как придется. Иногда и помыться негде. Потом я попал в кафе. Чистил и убирал столы. Приносил воду, покупал продукты. В день 3-4 раза отвозил мусор. Эта работа мне нравилась. Здесь я чистым ходил. Хозяин заставлял купаться каждый день. Мне купили одежду. Первый раз, когда вышел с рынка, милиция задержала. Второй раз, когда задержали, избили, отобрали деньги. Наверное, еще 3-4 месяца поработаю и поеду домой.
Иногда удавалось выходить в город, и я попадал в большой поток людей. Тоскливо было на душе, грустно, скучал по дому. Москва очень красивый город. Есть что посмотреть. Но наши черные усы и волосы привлекают к нам милицию. Останавливают, обыскивают, отбирают паспорт. Очень обидно и стыдно становится. Даже если есть регистрация, все равно придираются. В общем, в центре милиция работает по закону. Подошел, отдал честь. Гражданин, ваши документы. В центре много гостей, и там хорошая милиция. А на окраинах очень опасно. Когда ловят и нет денег, забирают паспорт и говорят: деньги неси. Москва хороший город. Работы много. Все таджики здесь работают. Здесь много магазинов, базаров. Красиво. Съезжу домой, там у меня машина. Получу права и приеду на машине. Буду здесь работать. Жены нет, женюсь. С ее матерью уже говорил. Твою дочь возьму. Она говорит: бери. Мать согласна, она согласна. Ее братья тоже согласны. Женюсь и там, и здесь. Будет две жены.
Вот они работают, да, они получают ни копейки. Допустим, у нас там 45 курс, да, а они там за 200 рублей. А зачем Украина здесь нужна, Таджикистан? Московские метаются, не могут работать себе найти. А здесь еще кормить бледное зарубежье. Зачем это нужно? Конечно, сбивают цену. И есть и русские всякие, понимаете. Это не зависит от национальности. Там, русские, мальдин, там, украинцы, это зависит от людей. خود دیدم که خطی بچه‌م بازی داره. بچه‌م در پیش میاد. Видел сон, что с сыном در играет. تاجیکستان مثلا خطی بازی دارم خطی گاز است. Разговариваю с ним. با میپرسم که گاز دادن یاد گرفتی. خطی گاز بیشتر. سهار خوب هستم. Утром проснулся, نیومدم. حالم که никак в себя не приду. خفته هستم بچه‌م. Все кажется, что я дома. Ищу сына. Потом вдруг понял, это сон. Вот. Передать привет вам, сказать, что вы замечательный ведущий. Спасибо. Заказывайте песню. Я хотела бы послушать Анжелику Варум «Не жди меня от тебя, я не согреюсь». А хотите, значит послушаем. Сегодня днем в 7-й городской больнице скончался 18-летний уроженец Таджикистана Карамджан Мамедов, пострадавший 30 октября во время погрома у станции метро «Царица». Таким образом, общее число жертв хулиганствующих молодчиков достигло 3 человек. Вечером в 11:30 вы слушаете и решаете. Сегодня вечером. Я уйду. Группа из Санкт-Петербурга «Помина неделя». Вечером в 10:30 голосуйте. Нужна ли вам эта песня на нашем радио? Наше радио. На шаг впереди. Привет, наше радио. Я Оля, звоню из города Асино. Передаю привет своим подругам Кате и Вере. Сейчас спою. За тобою след подняться, за тобою след подняться, чтобы вместе с тобой разбиться с тобою вместе.
сейчас спою. Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе безлунных ночей. Черкизай, позорем шари калуны хам. Киргизовский рынок как огромный город. Этот базар мне нравится. Уджад хастай грузин, индус и китайцы. Здесь есть грузины, индусы, китайцы, вьетнамцы, азербайджанцы. Все есть. Есть хорошие люди, есть сволочи. Тележкой нечаянно заденешь и забьют. Самую тяжелую работу делают таджики. Весь рынок убирают. Возят грузы на тележке. Иногда до 1,5 тонн. Год-два здесь поживу. Когда звоню домой, мама говорит, скорее приезжай. зимистон сар шед дига дар корҳои стройка кор тамом шуд. Зимистон ки кор намешавад. Зимой на стройках работы мало. Овощной баз омадам. И я вернулся на овощную базу, купил тележку и начал работать. Когда холодно, проблем много. Снег, мороз, тележка не двигается. Когда стоишь без работы, руки так замерзают, хоть режь, не почувствуешь. Скоро я поеду домой. Очень соскучился по сыну. Приеду ли еще? Не знаю. Об этом потом подумаю.